Здравствуйте, в эфире «Вечерняя смена», в студии Алана Гадзацева. Мы подготовили для вас много интересного. Проведите этот телевечер с нами. Начало учебного года – время, когда дети идут в школу, а ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. И за последние 2 недели мы услышали о нескольких ДТП с участием детей, в том числе и, к сожалению, со смертельным исходом. Причины дорожно-транспортного травматизма зачастую невнимательность, незнание или сознательное халатное нарушение правил. Быть аккуратным пешеходом, а после воспитанным водителем – обучать этому необходимо с детства. И сегодня мы в нашем эфире «Вечерней смены» поговорим о культуре дорожного движения и безопасности детей в частности. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли к нам обсудить эту очень актуальную и действительно болезненную тему. Безопасность детей – это для каждого родителя, да и не только родителей, для всех нас, да, такая животрепещущая тема. И, Теймур Асфедович, с вас хочу начать. Уже упомянула о том, что были аварии с участием детей, такие довольно громкие. Вообще хотелось бы, чтобы вы привели ту статистику, которая есть, какая динамика. Увеличивается количество ДТП с участием детей или убывает, что-то меняется? Добрый вечер. С начала текущего года, за 8 месяцев 2021 года, произошло 44 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, плюс 1 ДТП, в которых 2 детей погибли. На аналогичный период прошлого года 1 ребенок погиб. И 51 ребенок получили ранения различной степени тяжести. Это минус, на аналогичный период прошлого года было 50, минус 1. То, что касаемо дорожно-транспортных происшествий последних, которые были, это в августе месяце произошли. 1 ДТП, это 4 августа на автодороге Дурдур-Дигара. Водитель четверки двигался 87 года рождения. Значит, со стороны Дурдура в сторону Дигары не справился с управлением, совершил съезд с дороги, и в результате чего совершил наезд на столб электропередач. В результате ДТП 1,5-годовалый ребенок скончался в детском медучреждении, и также был 3-летний ребенок, который пострадал в настоящее время в нормальном состоянии. Также он передвигался с супругой. То, что привело, это превышение скоростного режима в первую очередь, и в результате чего произошел съезд с дороги. Также и техническое состояние транспортного средства, не отвечающее безопасности. Другое дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Владикавказ. Это на улице Ристонской, где водитель «девятки» осуществлял левый поворот, не предоставил преимущество в движении мототранспорту, и произошло столкновение. В этом ДТП погибла мать и ребенок, также несовершеннолетний. Ну, это, конечно, очень печальные факты, но на ваш взгляд, основная причина, вот по статистике также, основная причина ДТП с участием детей, гибели детей именно на дороге, связана с тем, что там не пристегивают ремни безопасности или небезопасно дети, скажем, переходят дорогу? В большей части это касаемо подготовки и детей, и как бы родителей, чтобы и при перевозке детей осуществлялись должным образом. В детских удерживающих устройствах детей перевозили, как это говорится, безопасно, чтобы детям с рождения прививать безопасность дорожного движения. И также то, что касается непосредственно подготовки детей, это, соответственно, и дома должны воспитывать родители, прививать правила дорожного движения с детства, и также обучать детей, как нужно переходить дорогу, по пешеходному переходу, оглядеться, убедиться в своем безопасном переходе. И таким образом, также немаловажно, в образовательных учреждениях 5-минутки, которые устраивают, чтобы доводили до детей, как это нужно делать. Также у нас в республике и в стране в целом проводится мероприятие «Школа, дом», маршрут безопасный ребенок, чтобы соблюдал эти правила дорожного движения.
Работа проводится. В целом у нас вот в июле месяце стартовала кампания в перинатальном центре в Республиканской клинической больнице «Безопасное движение», детство безопасности. И там обучали родителей, в медучреждении мы доводили, как безопасно осуществлять перевозку детей, какие есть удерживающие устройства и как это все правильно делать. Также вот в августе месяце проводилась социальная кампания «Твой ход, пешеход». 9 площадок было. Это, значит, касаемо автозаправочных станций, касаемо, значит, развлекательных центров, парков, нерегулируемых пешеходных переходах. И в этих всех местах мы проводили работу агитационную, чтобы доводили до населения, как правильно переходить дорогу и безопасно это все осуществлять. Также эти акции продолжатся. Со своей стороны госавтоинспекция проводит ежедневно работу и различные мероприятия проводим, освещаем это в средствах массовой информации и доводим до населения. Ну, это совместные акции с Министерством образования. Альбина, к вам хочу обратиться, чтобы вы более детально рассказали. Да, действительно, воспитывать и обучать правилам дорожного движения нужно с самых малых лет, в том числе, там, наверное, с дошкольных даже учреждений начиная. Вот какие мероприятия проводятся и как дети воспринимают информацию? И в целом, есть ли ощущение того, что многие просто действительно их не готовят дома? Да, вот добрый вечер. В начале своего вот такого короткого выступления хочу обратиться ко всем родителям, что в первую очередь это обязанность родительская — обучать детей правилам дорожного движения. В свою очередь Министерство образования с образовательными организациями совместно с УГИБДД по Ирсуалане проводит очень огромную работу по профилактике, привитию правил дорожного движения. Вот, например, сегодня у нас состоялось открытие автогородка, приобретенного в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Соответственно, не только открытие было городка, но и обучение детей вот правилам дорожного движения. Хочу сказать, что проводится очень много профилактических мероприятий, где детей обучают правилам дорожного движения. И дети с удовольствием, прям с удовольствием воспринимают эту информацию. И иногда даже бывает вот такое желание, чтобы родители пришли и тоже вместе со своими детьми этому обучались. Мы, конечно же, с родителями работу тоже проводим, но, наверное, надо усилить, активизировать эту работу, потому что основные вот эти мероприятия закрепляются дома, в кругу семьи, когда домашние собираются и обсуждают какие-то проблемы, то, соответственно, надо затрагивать и эту проблему, потому что это очень серьезная проблема, и вот в этом направлении приходится работать очень... Ну да, одно дело, когда ребенку рассказали теорию, другое дело, когда он видит, что его родители совершенно не соблюдают. Да, и пример подавать, личный пример. Да, когда с ребенком стоишь, иногда вот я иду на работу и вижу, как родитель ведет ребенка, вот, например, в дом детского творчества, вижу, как на красный свет родитель переходит с ребенком. Я, конечно же, делаю замечания, но при этом у меня возникает мысль, что родитель нарушает, и ребенок же это видит. И привыкает, да. Ну или когда даже не по зебре. Иногда взрослый человек боится перейти дорогу, да, потому что насыщенный трафик. А когда с ребенком, это очень странно. Да. Да, работать действительно нужно не только с детьми, но и с родителями. С родителями, да. Обязательно с родителями. И, наверное, вот здесь в подтверждение того, о чем мы говорим, сейчас будут слова травматолога, да, Мадина, к вам хочу обратиться. Вот расскажите, к вам поступают, да, дети, в том числе с травмами в связи с ДТП. Среди детей смертность в ДТП выше, скажем, чем среди взрослых? То есть больше риску подвержен гибели ребенок или же взрослый? Нет, к счастью, у взрослых смертность выше. Ну, даже не скажешь это, к счастью. Не в том, да, если не в том уже плане, в ДТП и взрослый, и ребенок, то, ну, как бы, если, скажем, ребенка сбила машина или взрослого сбила машина, есть какая-то такая тенденция?
Нет такой Нет такой тенденции, тенденции. нету. У нас сейчас другая тенденция, если это интересно. Вообще сентябрь у нас всегда очень тяжелый в этом плане месяц. Всегда повышается количество ДТП. Но в последнее время как-то вот структура изменилась. ДТП мы различаем как в виде, когда пострадал в качестве пешехода или в качестве пассажира. И если раньше, еще вот лет 5, лет 10 назад преобладало именно в качестве пассажира, то есть, нет, в качестве пешехода. А сейчас как раз преобладает в качестве пассажира. В какой-то степени это очень хорошая такая тенденция, потому что, значит, дети стали лучше переходить через дорогу, лучше знать правила дорожного движения. Но, конечно же, не радует то, что они попадают в ДТП в качестве пассажиров. И тут целиком и полностью вина взрослых. Потому что это вот просто невозможно иногда даже по городу слушать. А самое вопиющее безобразие бывает, когда водитель едет со своим совершенно маленьким ребеночком на коленях. Мы вот просто не можем, когда мы это видим, мы не можем прямо к этому спокойно относиться. Иногда даже выходишь, делаешь замечание. Так получается, что ну что же ты делаешь? Как-то был такой случай, очередное ДТП, а ваши сотрудники тогда приходят, потому что они должны тоже провести опрос и получить от нас какие-то документы о состоянии здоровья. И мы не выдерживаем, и вот сотрудник, ну как же так? Как же вы им не делаете замечания? Как же вот ребенок был не пристегнут, ребенок был на руках, ребенок был вот на переднем сидении, что тоже недопустимо. Он говорит, а вот что мы можем сделать, кроме того, что оштрафовать? Один раз мы, говорит, подошли к одному отцу и сказали, ты что делаешь? У тебя ребенок 3-летний на коленях. Да, вот он за рулем, ребенок 3-летний. Он говорит, а это не ваше дело, это мой ребенок. Что хочу, то и делаю. Выполнение правил дорожного движения, прежде всего, это культура. Это культура человека, это культура народа. И чем воспитаннее люди, тем меньше проблем с этим бывает. Да? Как можно так сказать про своего ребенка? Это твое «я» выше всего. И это... Можно я тут добавлю? Потому что совместно с ГИБДД мы также такой проект реализовали. Это как родительский университет. И думаю, это тоже было очень интересно. То есть в этом направлении делается очень много. Но, к сожалению, вот взрослые, они бывают какие-то вот беспечные и не понимают, что это жизнь. От этого зависит жизнь их ребенка там. Вот какие-то моменты. То есть, если взрослый нарушает это, вот тот же пример, который вы привели, то есть этот взрослый должен был запастись там креслом для ребенка, еще какие-то меры принять. Но да, это полностью вина взрослых. Поэтому вот все случаи, которые произошли, все случаи были с нарушением правил перевозки ребенка в машине. Все трагические случаи. Ну, давайте все-таки вот в порядке, скажем так, тоже профилактической работы озвучим еще раз эти правила, да, что необходимо там детское кресло до определенного возраста, пристегивать ремни безопасности, перевозить детей на заднем сиденье и так далее, да? Конечно. Я бы хотела, Таймураз Федорович, к вам обратиться, чтобы вы рассказали вот по вашей статистике причины ДТП, в том числе с участием детей, что влияет на эту аварийность, да? Как правило, вот уже Мадина отчасти сказала, что чаще всего это бывают аварии по вине взрослых, то есть не пешеход нарушил правила, а именно водитель. Ну вот, как говорится, как было сказано, что это вина, в первую очередь, взрослых. Как говорится, почему-то вот в последнее время инстинкт самосохранения у граждан отсутствует. И обеспокоенность за своих детей. Раньше было так, к примеру, в мое детство воспитывало общество. Не только дома воспитывали, а общество воспитывало. Это и соседи могли замечания сделать, это и родители сделали замечания. И в образовательных учреждениях, где ребенок учится, там на это обращали внимание. Ну, в общем, воспитывало общество детей. То, что касается безопасности дорожного движения, по касаемо перевозки детей, если родитель уже посадил своего несовершеннолетнего ребенка, он должен вести транспортное средство таким скоростным режимом, чтобы контролировать транспортное средство движения и не отклоняться от правил дорожного движения, чтобы контролировать полностью. И если будет необходимость экстренное торможение и препятствие какое-то на дороге, будет, чтобы это все было должным образом. Вот приведу пример, то, что касаемо, я озвучил дорогу Дурдур-Дигара. У нас, к сожалению, вот в субботу тоже было дорожно-транспортное происшествие.
на этой же автодороге была машина заехала на обочину, там и произошло опрокидывание. Там двое женщин и ребенок 11 месяцев. И обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности, и ребенок был в детском удерживающем устройстве. Никто даже в медучреждение не обратился, слава богу, никто не пострадал. Но я к чему говорю, а то, что я озвучил ранее ДТП на этой же автодороге, где был летальный исход, там дети перевозились без удерживающего устройства. Ну, есть такое выражение, что правила пишут кровью, да, вот в том числе правила дорожного движения, да. И вот еще одно лишнее подтверждение того, что соблюдение элементарных правил может спасти жизнь. Но мне очень понравилось выражение о том, что соблюдение правил – это прежде всего культура. Культура поведения на дороге. И тут не касается только лишь безопасности детей, но и в целом безопасности и взрослых людей также. И хотелось бы, чтобы вы сказали о тенденциях аварийности в целом, не касаемо только лишь ДТП с участием детей. Что-то меняется? По аварийности в целом могу сказать, что за 8 месяцев текущего года произошло 456 дорожно-транспортных происшествий на плюс 8 дорожно-транспортных происшествий больше, в которых погибло 46 человек. Аналогичный период прошлого года 60, это минус 14 погибших у нас. И 659 получили ранения различной степени тяжести, там плюс 14 пострадавших больше. В общем, если брать статистику с аналогичным периодом прошлого года, то у нас тяжесть последствий, это касаемо погибших, у нас меньше погибло граждан. Но работа в этом направлении ведется активно. То, что касаемо с нашей стороны, мы и рейдовые мероприятия проводим, и освещаем это в средствах массовой информации, анализируем дорожно-транспортные происшествия. Если, к примеру, брать, есть такое понятие у нас по нашей службе места концентрации ДТП, где, если в городской черте 3 одинакового вида ДТП, либо 5 различных видов на одном перекрестке произошли, то это уже становится местом концентрации ДТП. По итогам 2019 года было 35 мест концентрации ДТП. По итогам 2020 года 17 мест концентрации ДТП. Мы с своей стороны анализируем каждое дорожно-транспортное происшествие, пусть даже оно будет с материальным ущербом, если даже никто не пострадал, но все равно смотрим, какие причины совершения данного дорожно-транспортного происшествия, чтобы в перспективе на будущее повлиять на это все мы могли, если это есть возможность какими-то инженерными сооружениями, повлиять, где-то режим работы светофорного объекта перевести. Вот проблемный вопрос у нас был долгое время, на сегодняшний день более-менее уже, если мы анализируем, это Даватора Хаджи Мансурова, там транспортные средства, которые с Даватора осуществляли левый поворот в сторону Московской, там бывало столкновение, потому что дополнительной секции не было светофора. И тоже у нас этот участок был местом концентрации ДТП. На сегодняшний день заменили светофорный объект, на данном участке дополнительную секцию поставили. Я надеюсь, что если будут соблюдать правила дорожного движения, на данном участке уже не допустим ДТП. И таким образом можно много примеров приводить, где мы инженерными сооружениями где-то минимизировали дорожно-транспортные происшествия. Можно сказать, то, что касаемо пешеходов, у нас вот в районе Вертикаля, в районе вот ранее, где был на улице Московской ламповый завод, там были часто наезды на пешеходов. Мы там перед пешеходными переходами установили совместно с администрацией, письма писали в администрацию и установили искусственные неровности. То же самое повлияло, если анализ проводить в большей степени. На сегодняшний день за 8 месяцев ни одно ДТП, наезд, вернее, на пешехода, на пешеходном переходе не с летальным исходом. То, что касаемо внепешеходных переходов, погибло 4 человека, аналогичный период прошлого года 8. Тоже у нас снижение. Мы тоже можем такой же статистику. Работа в этом направлении тоже проводится. Стараемся анализировать и, в свою очередь, контролировать это все. Мадина, вы что-то хотели добавить? Я согласиться с вами хотела сказать, что действительно у нас тоже отмечается тенденция к снижению поступления детей после ДТП по сравнению даже с прошлым годом. Ну, мы очень надеемся, что эта тенденция будет только усиливаться и что будет все меньше таких происшествий происходить. Что ж, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Я желаю нашим телезрителям быть бдительными и внимательными. И вам спасибо за вашу работу.
Продолжаем вечернюю смену. Мост дружбы между Петербургом и Владикавказом. Коллеги и друзья нашего знаменитого соотечественника, капитана атомохода «Арктика» Юрия Кучиева приехали в Осетию. При жизни Юрия Сергеевича дали обещание посетить его малую родину, но сдержать обещание удалось сейчас. Совет ветеранов и осетинская диаспора Петербурга совместно организовали эту поездку. И сегодня в нашем эфире очень приятные, почетные гости. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Здравствуйте, уважаемые гости. Хочется начать с того, чтобы рассказали вы историю вот эту вот, собственно говоря, обещание. Я не знаю, к кому правильнее обратиться. Батрас Владимирович, к вам, да? Или как? Татьяна Михайловна. Расскажите, пожалуйста, вот эту историю, как было вот это обещание, в каких условиях, какой был договор, уговор ваш посетить Осетию, и в целом о вашем знакомстве и дружбе. Сидеть или стоять? Сидя, пожалуйста. Сидя, да. Ну, я член Союза писателей России и герой социалистического труда. И Юрий Сергеевич тоже герой социалистического труда. И у нас в Ленинграде тогда большая команда героев социалистического труда, как вот сегодня наш товарищ. И мы вели определенные общественные работы в городе. Не только в городе, а в целом по стране. И Юрий Сергеевич знал, что я там уже написала много книг и о многих людях рассказала. И вот в какой-то такой беседе он говорит: Татьяна Михайловна, напишите обо мне коротко, как о человеке. Не глубоко касаясь моей профессии, потому что очень далеки от этого. Это вполне понятно. Это самое. Но потом как-то притихли, уже все. Я говорю: Юрий Сергеевич, когда же мы все-таки с вами побеседуем и все-таки сделаем этот небольшой очерк о вас рассказать. Но он пришел ко мне домой. Мы поговорили, он все очень откровенно рассказал. И я, если честно сказать, примерно я год работала над этой книгой. С таким удивительным человеком, потому что каждое слово, которое он скажет, это уже, знаете, многого стоит. И такой человек, и такое трудное время, ведь это же 90-е, начало годы было в стране, так это сложно. Это было вдвойне и тяжелее, и интересней сидеть рядом, разговаривать с таким человеком. Но книга написали, конечно, книгу эту вышло уже 3-е издание. Ее раз издали, а потом в Осетии здесь переиздали. И вот сейчас к столетию, и вот эту книгу вновь переиздали комитет Кучиева. Работал по столетию, и вот эту книгу переиздали. А когда книгу закончил, Юрий Сергеевич еще «Черновек» прочитал, безумно любил родителей, как зеницу ока наставления отца берег. Восхищался удивительной, сильной, красивой женщиной, мамой, с удивительным именем, бессмертным, даже любовь, вот подарившего миру такого человека, каким есть и будет в веках. Ее перенес Юрий Сергеевич Кучиев. И когда он прочитал вот эти слова, его что-то так-то затронуло, он положил руку на рукопись и сказал: пусть этот материал живет. Татьяна Михайловна, как хорошо, чтобы он попал ко мне на родину, в Осетию, а тем более вот... И сегодня, в общем-то, он попал в Осетию, в том числе даже сегодня, насколько мне известно, и вот мы стали, школу. Книга вышла, и много уже сделано. А для того, чтобы сегодня быть у вас в гостях в Осетии и выполнить вот эту просьбу, это финансово, конечно, очень сложно. И поэтому был семинар представителей руководства, я имею в виду Осетии, и когда они пришли около церкви, у нас есть тоже памятник детям Беслана, и когда вот пришли представители Осетии вот к этому памятнику возлагать цветы,
я пришла тоже. И увидела человека, который стоит и внимательно что-то смотрит на меня. Знал он меня или не знал, не знаю. Но вот его глубинный взгляд, вот такое объемное видение мира, мышление такое доброе. Вот. И я к нему потянулась, и он ко мне пошел навстречу. И я вот выразила ему его просьбу, а это вот был Ананьев Сергей Иванович. Я попросила, что вот так и так. Написала книгу, вот, ну, только надо помочь вот, по изданию, финансово. Ну, вот тогда вот и познакомили уже вот диаспора осетинская. Это Газалов Борис и Ананьев Петр, которые отозвались от всей души, в общем-то, эту помощь. Вот так и появилась на сегодня, как говорится, в Осетии, вот третье издание Юрия Сергеевича книга. Это удивительного, это вообще потрясающего. Знаете, это не так уж и много, чтобы у нас людей, которые вошли в книгу Гиннесса. Человек, который не только выполнил, это же вдуматься надо, вдуматься. Человек выполнил вековую мечту мореплавателей всех времен и народов. Привел надводным путем от Тамакот Арктику на Северный полюс. И как он любил говорить со своей широкой улыбкой, и даже где-то прячет эту улыбку откровенно. Татьяна Михайловна, мы первые пришли на пуп земли, а ведь тем самым они прославили научные и технические достижения нашей страны. Это великий человек. Вот поэтому мы здесь. Безусловно, вся Осетия гордится таким человеком. Да. Да, и сегодня, Ирина Алексеевна, я, насколько знаю, вы были в школе, которую закончил Юрий Сергеевич. А вот вы доктор педагогических наук и, наверное, сегодня тоже общались с детьми. Скажите, вот о чем был этот контакт, что рассказывали детям о своем, наверное, тоже общении? Нет, я с Юрием Сергеевичем не общалась, но зато у меня есть знакомая поэт, которая написала, зная, что мы поедем в Осетию, и узнав историю Юрия Сергеевича, она написала стихотворение. И вот я и школьникам прочитала сегодня это стихотворение. Но самое главное другое, что я работала в школе учителем физики, и первое, куда нас привели, это кабинет физики. И портрет Юрия Сергеевича, который я сделала, поместили в кабинете физики. Единственное, жалко, что не напротив той парты, где он сидел, просто в помещении класса. А было бы здорово, если бы портрет висел около той парты, где он сидел, чтобы почетно было это место для учащихся. Ну, я надеюсь, вы продекламируете и нам стихотворение. Да, я сейчас прочту его, потому что оно напечатано, свеженькое только. Грозный мир безмолвия и льдов покорен был волей и упорством. Белый и безжизненный покров не давал свободы судоходству. Первый в мире смелый капитан на макушке голубой планеты покорил бескрайний океан в крепкий панцирь ледяной одетый. Ледокол российский шел сквозь льды Арктики, не ведая преграды, и по глади голубой воды шли за ним флотилии армады. Человек-легенда осетин, гордый горец, с закаленной волей, родины герой, достойный сын, смог пройти арктическое поле. И в своей душе законы гор он хранил и чтил отца наказы. И большой души его простор был красив, как сердце у Кавказа. Сквозь войну, сквозь горечи смертей не свернул с пути, не испугался. И для счастья Родины своей сделал все и в памяти остался. Написала Нино Сабанадзе, жительница Таганрога, то есть тоже не горный и не морской город, но она прониклась подвигом человека, который совершил его во имя всего человечества.
И вот и с ребятишками мы тоже об этом поговорили. Я наблюдала, Татьяна Юрьевна, как вы воспринимаете строчки этого стихотворения. Мне кажется, что оно вас трогает. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о Юрии Сергеевиче как о человеке. Вот все время задают этот вопрос. Да. Очень здорово. Меня сегодня дети спрашивали, маленькие, я с ним общалась, как о человеке, но они спрашивали конкретно. А что он любил есть, например? Ну, да. А что он любил, значит, читать? Ну, вот я считаю, что эти вопросы более правильные, потому что человек был очень разнообразный. И так, и так. В каких-то ситуациях он был очень мягкий, в каких-то ситуациях он, наоборот, был очень строгий. Так что он был очень разный человек. Вот так. Ну, может, вы все-таки приоткроете и нам это, что же он любил читать и что А вот же я он... могу сказать, что он любил есть. Больше всего. Он звонил вечером своей сестре. Ну, он собирался ехать на Кавказ. Больше всего он любил ездить на Кавказ, в отпуск. Все, это было любимое его занятие. Вот он собирается на Кавказ, у него билет в кармане. Он звонит своей Зиночке, сестре, вечером. Так, говорит, все. Зиночка сварила борщ. Больше всего на свете он любил борщ, который варила его сестра. То есть он очень хотел всегда вот домой. Вот так вот. А скажите, каким он был именно отцом? Каким он был? Строгим. Строгим, однако, вот я сегодня... То же самое, между прочим, дети у меня спросили. Я сказала, что... Они спросили, а он вам что-нибудь заставлял там делать, не делать, ну, поступать как? Нет, можно было поступать, но зато надо было отвечать за свои поступки. По-моему, это очень важно. То есть что ты напортачил, отвечай сам. Ну и такой вопрос, вот когда твой папа Юрий Кучиев, да, как это жить? Это же определенная действительно ответственность за Ну, не каждого. ответственность, это достаточно странно вообще, ну, потому что мы все равно внутри ситуации находимся, не снаружи. Ну вот как. То есть для меня это не герой, там, ну то есть вот это, ну это же отец, все. Вот так. То есть папа есть папа. Ну да, тоже, а герой это где-то там, это там, за пределами всего. Александр Александрович, к вам хочу обратиться вот об этой поездке. Что она лично для вас значит, что она лично вам дает? Видите ли, я недавно стал председателем комитета героев соцтруда и полных кавалеров Ордена Трудовой Доблести. Для меня это как бы новое занятие. Ну, видите, я сейчас в форме. Вот. Я такими делами никогда не занимался. Я занимался строительством железных дорог, вот, БАМа. Вот. И тут я сейчас вот от моих, так сказать, товарищей я перенимаю опыт. Вот это мое, по-моему, второй человек, по которому мы занимаемся по увековечиванию памяти. Мы вот до меня занимались и сейчас занимаемся, и будем скоро его друга, они вместе с ним плавали, его не стало в прошлом году, и его тоже так же вот. И сейчас для меня вот это главное. Все уже стали старенькие, и вот мне они хотят передать опыт, чтобы я до конца все вот, белые пятна, ну, кому мы что-то не сделали, а мы много, наш комитет, я не говорю, что я, а вот наш комитет много увековечил памяти, вот, и сделал доски, организовал всякие вот, чтения. Тут никто не сказал, а мы второй год проводим кучеевские чтения. Вот это тоже для меня было новое. Мы ездим по морским вузам, по кадетским корпусам, по школам даже, так сказать. И везде вот читаем Татьяна Михайловна ее книгу, потому что больше, чем она написала, подчеркнуть очень сложно. И вот это дело для меня как новое, но интересное. Мне бы хотелось, конечно, поблагодарить руководство Северной Осетии, Сергея Ивановича, что он заметил наше дело и нас пригласил. Также хочется поблагодарить
землячества. Вот. Они спонсировали нас, привезли, помогли, разместили и дали посмотреть всю красоту нашей республики. Вашей республики, ну, нашей республики. Теперь уже можно даже сказать да, нашей, да, Это республики. хорошая оговорка. И что главное, Татьяна Ивановна исполнила чуть ли не вековую мечту. Она попала туда. Если бы вы видели, как она пришла, встала на траву, руки раскинула, я твое, говорит, желание выполнила. Вот так. Еще хотелось поблагодарить тех, кто нам организовал нашу поездку. Вот от землячества помогали Нанев Петр Ерастьевич, Газалов Борис Викторович и, самое главное, Балоев Тимураз Казбекович. Это 3 человека, которые прониклись нашей идеей и помогли ее осуществить. Я думаю, что если бы мы... Ну, я надеюсь, что наш эфир посмотрят. Просто. Да, очень надеемся, что они посмотрят наш эфир. Да. Батрас Владимирович, к вам хочу обратиться. Вот на ваш взгляд, вот это событие, да, вот этот приезд в Осетию, что наши гости, которые уже назвали республику своей, это очень хорошая оговорка, как вам кажется, увезут, и что мы, что у нас останется благодаря этой встрече? Ну, скажу сразу, человек такого масштаба, как Юрий Сергеевич Кучиев, ну, человек-легенда, человек планетарного масштаба. Обратите внимание, начну издалека, каких людей он собрал вокруг своего имени. Вот мы сегодня сидим, люди из разных областей практически, все известные, достаточно мотивированные в жизни, достигли многих и больших успехов. Но мы говорим сегодня о Кучиеве, и эти люди, они его уважают, они его ценят. Конечно, это то, что личность такого уровня могла бы сделать в своей жизни. Помимо подвигов своих, величайших, конечно же, они привезли сюда уверенность в том, что та земля, где родился Кучиев, где он вырос, что там такие же люди будут все. И я думаю, они не разочаровались. Вот я наблюдал сегодня тоже, да, они так радовались и радуются тому, каких они детей видят, какое общение они имеют с людьми. Что касается взаимных слов, то, конечно, я вот наблюдал со стороны, как наши гости общаются с людьми и как люди к ним относятся, разные люди. Они их практически боготворили. Вот сегодня мы тоже общались, в школе были все вместе. Столько вопросов им задавали, они от них не хотели отходить. То есть, понимаете, мы все от этого выиграли. Вот эта поездка, которая состоялась, она, конечно, большое спасибо организаторам, огромное спасибо и землячеству Санкт-Петербурга и всем тем людям, кто имел отношение к этой поездке. Но я думаю, наши гости, они увидели здесь нечто большее от того, что они ожидали. Они увидели здесь людей. Они увидели тех людей, которые определяются одним словом – осетины. Вот я со своей стороны еще хотел добавить здесь, что вот как представитель фамилии, как председатель фамильного совета Кучиева, как гражданин, как осетин, я безмерно горд, что я Кучиева знал. Мы с ним общались буквально после подвига, совершенного через несколько месяцев. Мы говорили, я его спрашивал дотошно, как это все было. Но меня поразила его скромность. Вот мы еще сегодня говорили об этом. Очень скромный человек был. И, наверное, только такой человек может достигать вершин. И хотел бы я еще добавить, поскольку есть такой повод. Мы сегодня обсуждали этот вопрос. В августе месяце была 44-я годовщина покорения полюса. Конечно, около памятника мы собрались. Представители общественных организаций, фамилия, люди, кому не безразличен этот подвиг. Собственно говоря, очень многие люди были. И мы, фамилия наша предложила, и очень горячо было поддержано наше предложение. Следующий год будет юбилейным годом, 45 лет со дня покорения полюса. И мы сегодня поговорили с нашими гостями, и мы были настолько поняты. Они активно взялись за эту идею объявить этот год, следующий год, годом Кучиева в республике. Мы со своей стороны, конечно, напишем обращение от организаций общественных, от фамилии, главе республики. Нам пообещали наши гости обсудить этот вопрос там и подготовить ходатайство
И я думаю, даже уверен, наверное, что следующий год будет годом Кучиева у нас в Осетии. Мы очень на это надеемся. И очень маленький рассчитываем. нюанс. Сегодня дети, вы о них говорили, они столько для себя взяли в этой школе. Во-первых, такие воспитанные дети в этой 27-й школе имени Кучиева. Они смотрели на наших гостей, как на богов. Неужели такие люди бывают? С медалями, с орденами. Такие умные, такие добрые. Улыбки у них не сходили. И дети просто получили такой заряд патриотизма, воспитания. Я думаю, это им на всю жизнь хватит. Ну да, это бесценный действительно вклад, это действительно мост, это действительно обмен. Спасибо вам большое. Можно одно Да. слово еще? Ну, не одно Пожалуйста. там. Мы проехали практически по всей Осетии. Мы увидели все красоты вашего края. Мы побывали даже в Кардамонском ущелье. И вот побывав там, мы поняли, как такая земля рождает таких людей. Самое главное, представьте себе, вот в настоящее время морское пароходство готовить тоже, вот мы проводим кучеевские чтения, и они готовят скоро, да, среди моряков проводить кучеевские чтения. Так что предложение очень хорошее. Так что пожелаем нам с вами вместе, чтобы этот год был плодотворным. Спасибо большое, спасибо. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. В выставочном зале Союза художников Республики открылась выставка Татьяны Айларовой. Выставка под названием «Вдохновение», посвященная 80-летию художника. Эта экспозиция включает в себя произведения, созданные за все годы творческой деятельности. Это масляная живопись, батик, акварель, тушь, перо, а также эскизы и наброски. И в творческом арсенале Татьяны Айларовой насчитывается большое количество произведений. Каждое из них вдохновлено особым событием или явлением. И вот сегодня в нашей студии мы поговорим о творчестве Татьяны Айларовой. К сожалению, сама она не может присутствовать. Здесь присутствует ее дочь и также коллега. Я хотела бы, Олана, начать с вас, чтобы вы рассказали о самой персональной выставке, что она в себя включила, по какому принципу выстраивалась, что вы хотели показать в этой экспозиции. Ну, прежде всего, мне хочется сказать, что это первая ее персональная выставка. Прежде она участвовала во множестве выставок и зональных, и всесоюзных, всероссийских. Но собрать все работы вместе в одном зале не удавалось. Но в этот раз уже мы решили, что 80 лет — это такой юбилей, это прямо... В общем, хотелось как бы подарок ей такой сделать, сделать выставку, привлечь зрителей, чтобы ее работы вот как бы не по отдельности, а все ее творчество в целом продемонстрировать зрителю, чтобы можно было сложить общее впечатление о ее творчестве. По какому принципу создавалась экспозиция? Ну, в общем-то, они не в порядке очередности выстраиваются, а подбираются так, чтобы они друг другу помогали в восприятии. И еще я хотела спросить, вот вы как дочь художников, у вас и папа художник, и мама педагог также. Вот как на вас лично повлияло творчество родителей? Конкретно сейчас мы говорим о маме. Ну, конечно, расти в семье творческой очень интересно. Всегда водили меня на выставки, всегда обсуждали их дома, потом спорили даже. Все это было очень интересно, это богатая, насыщенная жизнь, таким интересным. И как повлияло на меня? Мама вдохновляла как педагог. Она же много времени, очень много лет посвятила педагогике. Она не только талантливый художник, но и очень одаренный педагог. Да, как она умела вдохновить детей, я редко такое видела.
В общем-то, я сама очень любила ходить на ее уроки, хотя я не была непосредственно ее учеником, но после занятий в лицее я с удовольствием посещала ее занятия и писала под ее руководством. Она то, что не могла создавать сама, поскольку она работала преподавателем, она вкладывала в детей, и то есть через них творила, можно сказать. Ну и видение мира определенное заложила в меня. Ну и папа, и мама оба повлияли. Людмила Владимировна, к вам хочу обратиться. Вот мы уже коснулись темы направления работы Татьяны Сергеевны как педагога. Вот хотелось бы, чтобы вы свой комментарий на эту тему дали, что Татьяна Сергеевна сформировала и воспитала художников, и эстетическое восприятие жизни вкладывала и вкладывает в детей. Для меня Татьяна Сергеевна – это, конечно, прежде всего педагог. Мы с ней знакомы очень много лет, и я знаю, я помню ее первые шаги именно в этой области. В 60-е годы она стала преподавать в художественной школе, детской художественной школе. И потом, спустя какой-то перерыв, в 70-е, 80-е годы снова вернулась. Она стала одной из такого очень интересного коллектива молодых преподавателей, которые разрабатывали в этот период экспериментальную программу. Эта новая программа заключалась в том, что значит, то есть детей надо воспитывать не по какой-то системе классической, а исходя из личности каждого ребенка, из его психологии. Вот возрастная психология – это была основа вот этой педагогики. Сама она преподавала, кстати, это тоже было очень новое, декоративно-прикладное искусство. И для того, чтобы какие-то образцы найти, она обратилась к традициям остинского искусства, к ткачеству, к вырезкам бумажным, которые использовала для аппликаций. И вот ей, конечно, повезло, что вокруг нее был очень интересный коллектив молодых художников, и что был Жуков, руководитель в этот момент, руководил этой школы. Но Жуков сам тоже бы без них не справился, ему повезло, что действительно собрались такие интересные люди. Вот то, что она связана была с детским творчеством, это вот как раз очень интересно. Бывают два типа педагоги. Одни, которые реализуются через детей, то есть они сами, у них есть своя какая-то система, и они детей точно учат этой системе. Дети как бы повторяют педагога. Особенно это бывает печально в высших учебных заведениях, когда студенты оканчивают свое отделение вуз и начинают работать под мэтра. И вот несколько лет проходит, пока они наконец находят свой путь. А вот она относится к педагогам, которые дают, то есть выходят из каждого ребенка, значит, у каждого ребенка находят индивидуальность, находят какие-то отличительные особенности и их именно развивают. Вот то, что касается ее творчества, мне кажется, что она такая интересная, необычная, потому что она у детей научилась не демонстрировать какие-то подробности вот окружающего мира, а находить самую суть в яркости цвета, в необычности композиции, в такой вот очень тонкой доверительной интонации, которая есть у детей. Ну, вообще детские работы и взрослые работы, считаю, что их надо ставить прямо рядом и смотреть не кто младше, а кто старше, кто профессиональнее, а кто нет, а кто талантливый, кто гениальный, вот кто действительно интересен. Так вот, ее творчество, оно похоже как раз на детские рисунки. То есть она от детей взяла очень многое, и, в общем, стала такой вот необычной, то есть выставка показывает как раз вот ее такой, именно ее путь. Очень интересная мысль, да, о том, что ученики учат учителя, да, конечно. Да, и наделяют его, то есть какими-то... Это действительно уникальная способность открывать в другом человеке его талант, а не транслировать свое. Действительно, очень интересное качество. К сожалению, наше эфирное время очень ограничено на сегодня. Я хочу от себя лично и от лица нашей телекомпании пожелать здоровья Татьяне Сергеевне и поздравить с получением звания. Да, Алана, подскажите, как... Заслуженный художник республики. Да, вот буквально на днях, да, Татьяна Сергеевна получила звание заслуженного художника. Желаем здоровья и благополучия. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. И я уверена, что наши зрители посетят выставку Татьяны Сергеевны, которая до 30 числа еще будет проходить в выставочном зале Союза художников. Спасибо большое. Что ж, это была вечерняя смена. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.